Как думаете, а что бы вы могли увидеть, если бы вы погрузились на дно? Что бы вы там встретили? Можно увидеть всякие водоросли, странные существа. Я думаю, я бы увидела потонувшие корабли. Крабов, водоросли, рыбы там. На первой акции мы вытащили 30 мешков мусора. Ну, в основном это пластик, в основном это пакеты, пачки от кириешек, мороженого. Это бутылки пластиковые, в основном наполнены или водой, или песком. Дети играют на пляже, кидают полную песка бутылку, но не всегда ее находят. А эти бутылки очень тяжело вытащить, потому что, собрав в мешок 3 или 4 такие бутылки, всплыть становится гораздо сложнее. Это покрышки. Мы за одну акцию вытаскивали до 5 покрышек со дна. Находили более редкие, конечно, экземпляры. Это банки с краской, это ртутные разбитые лампы, это, извиняюсь, женские прокладки, которых тоже очень много на дне. Я им на лекциях так и говорю, старшее поколение эту катастрофу может не застать, а мы с вами ее увидим обязательно. И потом нам с вами, нашим детям это расхлебывать. Поэтому нам с вами надо придумать способ, как это все остановить. И они, один раз увидев картинку, в следующий раз могут, прежде чем бросить бумажку, остановиться и задуматься. А может быть, и остановить взрослого человека. Конечно, одна организация это не исправит, мы тоже не можем физически очистить весь Иссык-Куль. В принципе, помочь остановить эту проблему может каждый. Это не обязательно уметь нырять, это не обязательно подготовка. Просто, если ты не хочешь навредить природе, убери за собой. А если ты хочешь ей помочь, убери за другим.